В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российским лыжникам не разрешили использовать песню «Катюша» вместо гимна на церемонии награждения на грядущем чемпионате мира. Международная федерация лыжных видов спорта отклонила предложение российской стороны и утвердила собственный гимн. Помимо этого, на соревнованиях наша команда выступит под флагом Олимпийского комитета России. Напомним, согласно вступившим в силу в декабре прошлого года санкциям ВАДА, российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов и гимна. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Германии с 25 февраля по 7 марта. Мужская сборная России по водному поло со счетом 11-10 выиграла у команды Нидерландов в заключительном матче группового этапа квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Соревнования проходят в Роттердаме. Россияне заняли первое место в таблице группы «Б», набрав в 5 матчах 9 очков. Вторыми стали хорваты, в активе которых 8 пунктов. Далее идут французы и голландцы. На их счету по 5 баллов. На пятой позиции с 3 очками расположились румыны. Последнее место заняли немцы, на счету которых 0 очков. В четвертьфинале турнира сборная России сыграет с командой Канады. Сборная России по футболу осталась на 39-й позиции рейтинга FIFA, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации. На их счету 1461 очко. В первой десятке изменений также не произошло. Возглавляет таблицу команда Бельгии, в активе которой 1780 баллов. На второй строке располагается сборная Франции, у нее 1755 пунктов. Тройку лидеров замыкают бразильцы, у которых 1743 очка. Далее идут команды Англии, Португалии, Испании, Аргентины, Уругвая, Мексики и Италии. Футболисты Краснодара на своем поле проиграли загребскому «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2-3. В составе победителей дубль оформил Бруно Петкович. Еще один мяч забил Айяи Атьемвен. У россиян результативными ударами отметились Маркус Берг и Виктор Классан. Для выхода в следующий раунд турнира россиянам необходимо в гостях побеждать с разницей в 2 мяча. Напомним, Краснодар является единственным российским клубом, который сумел преодолеть групповую стадию Еврокубков. Ответная встреча пройдет 25 февраля в Хорватии. Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над американкой Дэниел Роуз Коллинс в полуфинальном матче турнира женской теннисной ассоциации в Мельбурне. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 6-2, 6-7, 6-1. В финале соревнований российская спортсменка встретится с чешкой Марией Боусковой, которая в 1/2 финала обыграла канадку Бьянку Андриеску. Касаткина вышла в финал турнира WTA впервые за 2,5 года. В данный момент она занимает 75-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации. На ее счету 2 титула под эгидой данной организации. На турнирах серии «Большого шлема» ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал. Перейдем к событиям якутского спорта. Квалификационный турнир по боксу на Олимпийские игры в Токио, который должен был пройти в апреле в Лондоне, перенесен на июнь. Таким образом, вопрос участия в Олимпиаде флагмана якутского бокса Василия Егорова остается открытым до лета. В данный момент якутянин находится на сборах в Кабардино-Балкарии, куда съехались первые, вторые и третьи номера сборной страны. Тренировочный процесс продлится до 28 февраля. Затем, после небольшого отдыха, сборы пройдут в Кисловодске. Якутянин Игорь Герасимов стал победителем всероссийского турнира по ушу саньда среди спортсменов не старше 18 лет. Соревнования прошли в Москве. В финальном поединке весовой категории до 65 килограммов воспитанник клуба «Небесная река» победил представителя Мурманской области. Эти соревнования стали для Герасимова контрольной проверкой перед важным стартом. В середине марта он в качестве победителя первенства Дальнего Востока выступит на первенстве России, которое пройдет также в Москве. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!